Многовековая история нашего народа, застывшая на 200 живописных полотнах. На выставке представлены работы известных ингушских художников. Здесь и воины Кавказской конной туземной дивизии во время Первой мировой, участники гражданской и Великой Отечественной войн. Это многосюжетные работы, это работы портретного жанра, это пейзаж, который есть, на фоне которого мы видим атрибуты истории, кинжалы, доспехи, что-то такое, что говорит действительно о этой странице истории. Мне кажется, что эта выставка, она будет продолжаться еще как минимум 2 недели. И эту выставку посетит огромное количество людей. В частности, это очень важно для наших учащихся. Об одном из значимых событий повествует и полотно Багаудина Сагова. 17 марта 1770 года, когда 24 наших старейшины подписали договор о включении Ингушетии в состав российской державы. Схожий сюжет и у знаменитой картины, написанной русским художником Артемьевым. Багаудин Сагов решил поделиться своим видением. Добавил несколько деталей, которых, по его мнению, не хватало картине. Сидят старики, авторитеты, двое. Толмач стоит. Он не имеет права сесть, потому что при старших младший не имеет сесть. Сидят один офицер вокруг его сослуживцы, подписывают, обговаривают договор. А то, что там вот этот столик, там чашки, вот этот варится мясо, это кавказское ингушское гостеприимство. Выставку, приуроченную к 250-летию единения Ингушетии с Россией, посетил и глава региона. Сотрудники музея провели экскурсию для почетного гостя. Он работал в технике чеканка, и портрет Петра Захаровича Захарова, первого чеченского художника, сделал еще в городе Грозном. Ну и, естественно, формирование, в принципе, своей школы. Он был председателем Совета художников, сейчас состоится. Но опять-таки шелковый путь, позже Ахмеда Имагожева. Это, конечно, большая история, где по шелковому пути, естественно, перейти эту границу, как сегодня таможня, нужно было заплатить за свой караван. Ознакомился Махмуд Али Кариматов и с элементами холодного оружия, представленными на выставке. Вот сегодня не было. Сегодня этот отрасль возрождает Бекхан Дахкейков. Бекхан Дахкейков. Сегодня он возрождает эти особенности. Но в большинстве своем Иса Асхабов – это краевед. Организатор выставки – Минкульт Республики. Цель – показать через живописные полотна и предметы декоративно-прикладного искусства, как происходило взаимовлияние, взаимопроникновение культур русского и ингушского народов. С Россией появились новые какие-то течения, влияния, какие-то новые ремесленные производства, развитие декоративно-прикладного искусства. И эта выставка наглядно показывает и описывает, как происходил путь единения, слияния двух культур и к чему это пришло. То есть от древности к современности. Если вы будете посмотреть каждый выставочный элемент, каждый представленный элемент на этой выставке, вы будете понимать, о чем речь, с чем это связано и почему именно этот экспонат находится в этой выставке. Здесь можно увидеть элементы женской национальной одежды, ингушские башенные комплексы в миниатюре и изделия наших мастеров. Эти экспонаты, по словам сотрудников музея, показывают, как регион через века сумел сохранить свою самобытность. Эта выставка показывает то, что наша культура, она развивается, и наши художники, наши мастера продолжают древние традиции, утраченные традиции сохранения нашей культуры. Сегодня Ингушетия – динамично развивающийся край, но для этого ему пришлось пройти непростой путь становления. Его открывает перед посетителями выставка, оценить которую в течение нескольких дней может любой желающий. Дана Плеева, Ахмед Гандаров, Новости 24.